Большое спасибо. Доброе утро, уважаемые коллеги. Меня зовут Руслан Мятиев. Я являюсь редактором информационного проекта «Альтернативные новости Туркменистана». По понятным причинам живу за рубежом, занимаюсь также защитой прав человека. Позвольте рассказать вам о ситуации со СМИ в Туркменистане. Значит, очень кратко, исторический ракурс такой: на волне перестройки и вплоть до середины 90-х годов можно сказать, что в Туркменистане была относительная свобода слова и свобода прессы. Несмотря на некоторые попытки оказания давления на местных журналистов, в газетах появлялись критические статьи, по некоторым из них возбуждались уголовные дела, в том числе против чиновников, и проводились проверки, слушания в органах местного самоуправления. Невиновные, наоборот, выходили на свободу. Однако с развитием независимости это мощное оружие, оно изрядно притупилось, а сейчас можно сказать, что совсем перестало быть таковым. С середины 90-х СМИ Туркменистана превратились в рупор власти, в инструмент строительства культа личности президента. Со страниц газет исчезла всякая критика, а если она и появлялась, то только из уст самого главы государства. В случаях, когда, допустим, какой-то чиновник проворовался, то это публиковалось. Сегодня вся страна буквально просыпается вместе с президентом и вместе с ним ложится спать. Я вот для примера привез с собой несколько газет туркменских и хочу конкретно показать вам один номер газеты, центральной газеты «Нейтральный Туркменистан». Этот номер от 9 апреля 2012 года, но у меня есть и более свежие газеты этого года. Обычно эта газета четырехполосная, формата А2, но именно этот номер за этот день он вышел на 8 полосах. И все потому, что в этот день в Туркменистане праздновался Международный день спорта, Всемирный день спорта. И вот просто покажу вам, что из себя представляет сегодня газета у нас. Не знаю, видно вам издалека или нет. И вот это обратная сторона газеты. Вот обычно она вот такого формата выходит, да, но они решили в этот день сделать дополнение. И вот, пожалуйста. Пять газетных полос из 8 были посвящены тому, как президент приехал и посетил несколько спортивных объектов. 5 газетных полос. И вы видите, какого размера здесь фотографии. Я не поленился и посчитал, сколько раз из этих, вот в этом номере, сколько раз упоминается имя главы государства. Давайте вот такую с утра викторину проведем и попробуем узнать, да, кто будет ближе всех, я тому человеку подарю этот номер. 50, еще варианты. Сколько? 200, так. 85. 999. На самом деле 144 раза. 144 раза, и фотографии, видите сами, какого размера. 14 фотографий. Вот. Это единственная газета на русском языке. Как я сказал, она вот на 4 полосах выходит. Здесь подробно описывается, как президент приехал, как его встречали, что потом случилось дальше. Вот я небольшой кусочек прям прочитаю вам, чтобы имели представление. Все с огромным воодушевлением приветствуют президента Гурбангулы Бердымухамедова. Девушки в нарядных национальных костюмах преподносят главе государства букеты прекрасных цветов. Перед центральным входом комплекса разворачивается красочное музыкально-песенное спортивное представление. Зайдя внутрь спортивного комплекса по зимним видам спорта, глава государства проходит на специально отведенную VIP-трибуну. То есть вот все вот эти детали, они описываются очень подробно. Я часто показываю туркменские газеты своим западным коллегам, редакторам. Они очень долго на них смотрят. Они долго смотрят на фотографии такого размера и говорят:
неужели у вас газетное место, газетные полосы вообще не ценятся? Как можно публиковать вот такое? Ну, риторический скорее вопрос. И хочу заметить, что вот этот отчет, материалом это назвать трудно, это доклад, скорее всего, он публикуется государственной новостной службой, ТДХ. А это значит, что вот это перепечатали все газеты в Туркменистане. Все. Коллеги, эта ситуация не сегодняшнего дня. Точно так же было и при нашем прежнем президенте Сапармурате Ниязове, и удивляться не стоит. Вплоть до февраля 2013 года учредителем всех печатных изданий в Туркменистане был глава государства. Потом эту ситуацию подправили, профильные издания отдали в соответствующие министерства. Допустим, вот учительская газета есть у меня, ее отдали в ведение Министерства образования. Вот учительская газета у нас. Допустим, газету «Эскер», «Солдат» отдали в ведение Минобороны и так далее. Региональные газеты отдали в органы местного самоуправления. Но на самом деле вот это все на редакционную политику или на печатное наполнение не повлияло никоим образом. Все так же у нас каждый факт, цитата или цифра проходит многоступенчатую цензуру. В каждой газете по-прежнему имеются кураторы от органов национальной безопасности. Более того, глава государства продолжает назначать и снимать руководителей всех СМИ, а также их заместителей. Вот свежий пример от 14 августа 2015 года. Назначить Алимову Маю Ахмедовну главным редактором газеты «Нейтральный Туркменистан», освободив ее от должности главного редактора газеты «Муалимдар» газеты. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В январе 2013 года в Туркменистане был принят закон о СМИ, который провозглашает свободу на сбор и распространение информации и запрещает цензуру. Но на деле репортеры и фрилансеры, пишущие независимым туркменским зарубежным изданиям, подвергаются гонениям. Против них фабрикуются уголовные дела, и их надолго отправляют в места лишения свободы. Яркий пример — мой коллега Сапармамед Непискулиев. Он работал для моего ресурса АНТ, также писал для туркменской службы «Радио Свобода». Писал о плохих дорогах в своем регионе, о нехватке питьевой воды, о проблемах в образовании, здравоохранении, о состоянии кладбищ местных. И все это он подтверждал своими очень качественными фотоснимками. В июле 2015 года спецслужбы подкинули ему запрещенный в стране наркосодержащий препарат трамадол и осудили на 3 года. Все крупнейшие международные правозащитные организации призвали Туркменистан освободить его из заключения, а рабочая группа ООН признала его арест произвольным и связала лишение его свободы с его гражданской активностью. Непискулиев до сих пор продолжает оставаться в заключении. Недавно его имя было внесено в список исчезнувших в туркменских тюрьмах людей. МИД Туркменистана отказывается признавать его журналистом, считая, что без соответствующего диплома и образования, и наличия диплома он не может считаться журналистом, по сути. Это тоже вопрос, может, поднимется, и будем обсуждать здесь. И, соответственно, МИД не признает его дело политическим. В 2015 году на заседании БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве замминистра Вепа Хаджиев так и сказал: утверждение о том, что Непискулиев является лицом, который оказывает помощь в получении информации, не соответствует действительности. То есть даже слова журналиста там не было. Тем не менее, мой ресурс и Радио Свобода неоднократно публиковали видеоматериалы, фоторепортажи Сапармамеда Непискулиева. И случай с ним, к сожалению, не единственный. В прошлом году на 3 года был осужден другой активист, Гаспар Маталаев, который сообщал об использовании в Туркменистане принудительного труда во время сбора хлопка. Во время следствия его пытали электротоком, заставив взять на себя мошенничество и дачу взятки. Пытали и Худайберды Аллашева, внештатного корреспондента «Радио Свобода». В итоге дали ему условный срок за хранение запрещенного насвая. Это было в прошлом году, и после этого он вышел на свободу, но о нем никто ничего не слышал. Все эти люди работали не открыто, они собирали информацию анонимно, отправляли эту информацию как самостоятельно, так и по заданию редакции. Никаких проблем с законом за их 34 и 37 лет соответственно у них никогда не было. Считанные корреспонденты, которые работают открыто, подвергаются гонениям.
со стороны спецслужб. На 68-летнюю ашхабадку Султан Ачилову неоднократно нападали, особенно в преддверии азиатских игр, которые прошли у нас в сентябре. Ей наносили травмы, угрожали физической расправой, запрещали фотографировать улицы и людей, отнимали камеру. Независимых изданий, освещающих события внутри Туркменистана, немного, а точнее всего 5. И они по объективным причинам вынуждены работать из-за рубежа. Их сайты в Туркменистане заблокированы, например, доступ на мой сайт АНТ был заблокирован на следующий же день после того, как я запустил этот сайт. До этого я публиковал новости на Фейсбуке, который был заблокирован и ранее у нас в Туркменистане. Блокируются даже VPN и прокси-серверы, с помощью которых пользователи могли обходить государственные фильтры. С учетом давления, оказываемого на источники и даже просто читателей внутри, с учетом слежки, с учетом прослушивания телефонов, вызовов на беседу в органы, получать информацию из Туркменистана стало крайне затруднительным. Эта информация собирается по крупицам, перепроверяется у других источников, только потом публикуется. Но, несмотря на устанавливаемые барьеры, люди находят возможность не молчать и отправлять за пределы страны критическую информацию. Вот так вот на смену одним активистам приходят другие неравнодушные граждане. Признаю, нередко оказывается так, что опубликованная и даже перепроверенная информация не всегда на 100% соответствует действительности, но я считаю это издержками тех условий, в которых приходится людям работать, потому что чрезмерное любопытство, уточнение, расспросы, все это вызывает подозрение, а что он, собственно, интересуется этим вопросом так сильно. Практически невозможно записать на диктофон или камеру какое-то событие, потому что в случае обнаружения последствия будут там весьма предсказуемыми. В таких условиях официальный запрос на получение какой-то информации или комментарий чиновников невозможно. Радио «Свобода», например, уже вот на протяжении 20 лет пытается получить официальную аккредитацию в соответствующих органах. Безуспешно. С принятием закона о СМИ в Туркменистане практически один за другим появились так называемые независимые СМИ. Среди них Арзу Ньюс, Туркмен-портал, Инфоабад и Ориент ТМ. Все они публикуют официальную информацию, проще говоря, вот переформатируют вот эти вот доклады в более понятный, ясный и какой-то осязаемый продукт. При этом ресурсы могут публиковать и собственные материалы на культурную, историческую и другие темы, не затрагивая политику, естественно, не критикуя существующий режим и положение дел. Примечательно, что у этих новых туркменских СМИ отсутствуют какие-либо выходные сведения, кто ими владеет, кто входит в редколлегию и так далее. Вот Арзуф Ньюс, например, и Туркмен-портал вообще были зарегистрированы в России с разницей в 7 дней, в одну неделю, 7 и 14 марта этого года соответственно. Имеют лицензию Роскомнадзора, причем учредителями обоих этих ресурсов является некое российское ОСО СНГ Медиа. Кто за ним стоит? Непонятно, такой информации нет. Недавно из страны, к сожалению, ушел российский оператор сотовой связи МТС. И, соответственно, местным активистам, местным неравнодушным гражданам стало еще труднее передавать информацию. В Туркменистане сейчас остался один единственный оператор мобильной связи, это государственный оператор ТМСЛ. В заключение хочу привести некоторые цифры из ежегодного рейтинга «Репортеров без границ» по свободе прессы в мире. Значит, в 2015 году Туркменистан из 180 стран был на 178 месте. В 2016 году также на 178 месте. И в 2017 году также на 178 месте. Как видим, в Туркменистане ситуация со СМИ стабильная, стабильно плохая. Благодарю за внимание. Спасибо, Руслан. У нас материалы идут вот как горячие пирожки. В 6 часов вечера состоялось какое-то мероприятие, а в 9 его уже показывают по телевизору. Его еще нужно написать, отредактировать, вычитать, перевести на несколько языков. Но какая тут цензура успеть? Цензуры нет, это абсолютно точно. В материале, который сказан был сейчас, над которым некоторые люди даже посмеялись, это Всемирный день здоровья, там ключевое слово «Ледовый дворец». У нас на город с населением 800 тысяч уже 2 ледовых дворца. Дети бесплатно занимаются фигурным катанием, хоккеем и так далее. Качество дорог
беспрецедентно хорошее в Туркменистане. И наша служба своей задачей считает, как говорится, говорить о развитии перемен, инвестиционном подъеме. Туркменистан – привлекательная страна для инвестиций. Мы говорим больше об этом. А то, что фамилия президента часто упоминается, потому что он очень много работает. У него в день бывает 6-12 приемов с представителями разных мировых экономических структур и так далее. И, конечно, мы о каждом этом приеме, потому что один в области текстиля, другой в области химии, третий в области строительства, нефтегаза, мы обо всем должны этим сказать, информировать наших читателей. Иногда, да, даже полосы не хватает. Но я, как русскоязычный журналист, никогда никаким гонениям не подвергалась, несмотря на то, что туркменский язык я до сих пор не изучила к своему стыду. А случаев, как у нас там пытают журналистов, я даже не слышала. Не то, что я не знаю об этих конкретных случаях, но я никогда, даже вот в узкой журналистской среде, журналистов у нас, ну мы все друг с другом знакомы, у нас город небольшой. Я не слышала, что кого-то пытали, кого-то сажали. Мы действительно приветствуем перемены в нашей стране, хорошее образование, здоровый образ жизни и так далее. У нас еще в 90-е годы наркомания свирепствовала, а сейчас у нас на велопрогулки выходит несколько десятков тысяч человек. Причем все они хорошо одеты, хорошо обуты по сезону, у них хорошие велосипеды и так далее. Уровень жизни в Туркменистане сегодня по сравнению с десятилетней давностью существенно в разы поднялся. Строятся новые не только там предприятия, но и квартиры площадью до 200 квадратных метров с 1% ипотекой в год. 1% у нас ипотека на 30 лет. У нас много чего можно говорить, но то, что люди живут лучше, и то, что у них есть доступ и к интернету, и к СМИ, это однозначно. Поэтому я со многим не согласна. Идет сгущение, очернение красок и так далее. Я полностью не согласна. Вы можете мне верить или не верить, но я горжусь своей страной. Мне в ней очень комфортно. В Россию я не еду и не собираюсь ехать. И многие мои соотечественники вернулись из России назад. Молодежь у нас учится и в Лондоне, и в Америке, и в других европейских странах. Возвращаются, находят работу и тоже не помешают о том, чтобы уехать. Так что, если есть какие-то у нас относительные, ну, наверное, надо учитывать, что туркмено-афганская граница 700 километров, самая протяженная. И, наверное, не нужно, так сказать, старые дрожжи, да, добавлять и так далее. Надо, чтобы было спокойствие и стабильность в стране. Может быть, с этим что-то связано. Так.